Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Встречаться с судебными приставами хотя бы раз в жизни приходилось почти каждому. Даже вполне себе законопослушные граждане стараются скорее избежать встречи с сотрудниками службы. Что же касается злостных неплательщиков, алиментов, штрафов, налогов и прочего, так они и вовсе предпочитают скрыться из поля зрения ведомства. Последнее, к слову, затруднительно. Почему, выясняла наша съемочная группа, наблюдая за их работой. С чего начинается работа судебных приставов? С изучения поступившего исполнительного производства. Судебные приставы рассматривают дело, а уже потом решают о возбуждении его. О возможном аресте неплательщика уведомляют заказным письмом. В течение 5 дней с момента его получения деньги можно заплатить добровольно. Если долг так и не погашен, ведомство узнает обо всех счетах в банках и имеет право списать средства. Если же таковых не имеется, должник может смело ждать гостей. На такие мероприятия приставы-исполнители ходят не одни, только в компании крепких коллег из отдела по обеспечению безопасности деятельности судов, сокращенно УПДС. Иногда уж больно контингент непредсказуемый попадается. Так или иначе, а приставы своего все равно добьются. Пример тому подтверждение. В конце октября гражданин управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он был подвергнут наказанию в виде штрафа размером 30 тысяч рублей. Сегодня у нас установлено имущество, принадлежащее должнику, а это транспортное средство ВАЗ-21150. У нас проходят исполнительские действия, то есть наложение ареста на имущество без права пользования до полного погашения задолженности. Составляется акт описи ареста, формализованная карта, фотоотчет для дальнейшей оценки, привлечения специалиста-оценщика и передачи на принудительную реализацию, чтобы взыскать задолженность в полном объеме и исполнительский сбор соответственно. С момента наложения ареста у должника есть 10 дней на погашение задолженности, которая, напомню, составляет 30 тысяч рублей. Если в этот период долг не будет погашен, то данное транспортное средство будет передано в город Уфа на принудительную реализацию, по-другому говоря, публичные торги. По улице Карла Маркса уже ждет следующий клиент и вновь арест транспортного средства. Собственник данного автомобиля должен банку 180 тысяч рублей. Вдобавок, его автомобиль заложен в банк. Не только хозяину было жалко расставаться с транспортным средством, но и автомобиль жалостно сигналил на прощание хозяину. В день пристав-исполнитель может посетить до 10 адресов. Ведь должников много, а работников Федеральной службы судебных приставов на всех не хватит. Поэтому в этот же день приставы нагрянули к еще одному неплательщику. На этот раз арестованное опечатано помещение, использовавшееся в качестве автомойки. Долг составляет порядка 3 миллионов рублей. Арендодатель нам сегодня дал письменное объяснение, что претензий по факту наложения ареста и дальнейшего передачи имущества арендуемого претензий не имеет. В 10-дневный срок, вот сегодня мы составили акт описи ареста, 10 дней установленный законодательством срок для обжалования нашего постановления о наложении ареста. По истечении мы вынесем оценку, где судом уже прописана сумма в исполнительном документе. Вынесем оценку, направим сторонам исполнительного производства и далее будем имущество передавать на торги. Очень легко взять деньги, но довольно сложно их вернуть, особенно с процентами. Приставы советуют, что прежде чем брать деньги в долг, особенно у кредитных организаций, нужно тщательно обдумать такой шаг. Помимо служебной деятельности, приставы активно живут общественной жизнью. Здравствуйте, кадеты! Так, в преддверии праздника День ребенка сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли в гости к школьникам. Этот визит, он не единичный, это уже стало в традицию приходить в класс юных приставов, общаться. А тем более сегодня эта встреча была приурочена к Всемирному дню ребенка. Вот. Ну, действительно, встреча проходит очень в дружеской, теплой обстановке. У детей очень много вопросов. Желание узнать про эту службу побольше. На встрече дети задавали гостям свои интересующие вопросы. Что вам больше всего запомнилось из школьной жизни? А ваши дети пошли по вашим стопам? Что нужно, чтобы поступить в МВД? Какой у вас самый любимый предмет в школе? На которые приставы отвечали охотно, не скрывая свое прошлое. Трудно ли вам было в Афганистане? Ну, наверное, в этой жизни ничего легко не приходит. А конкретно в армии, конечно, есть трудности. Трудности и тяга.
Подобные встречи – это передача опыта младшему поколению. По словам старшего судебного пристава Ильи Рыбакова, в городе подрастает достойная замена. Потенциал очень большой, дети очень хорошие, интерес у них к нашей службе, к службе МВД, к службе в вооруженных силах. Есть желание, то есть поколение правильное, вот так я бы сказал. Со школьной скамьи начинает готовить будущих судебных приставов, которые в дальнейшем будут наводить порядок в нашем городе. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Каждое третье воскресенье ноября вспоминают погибших и пострадавших в дорожных авариях в рамках Всероссийского дня памяти жертв ДТП. В эти выходные на площадь Советов сотрудники ГИБДД пригласили городских школьников, чтобы почтить память погибших. Всероссийский день памяти жертв ДТП объявлен таковым в 2005 году. По статистике дорожно-транспортных служб основной причиной гибели на дорогах является сознательное нарушение правил дорожного движения ее участниками. На территории города Кумертау погибло 4 человека. 2 из них были пассажирами, 1 пешеходом и 1 водителем. В этом году 2 пешехода пострадало на дорогах. Они были здесь отмечены, эти пешеходы. То есть каждый пешеход, который страдает на дорогах города Кумертау, погибает. Мы его вносим, получается, в этот список. И каждый год здесь собираются дети и выставляют в виде баннеров, в виде плакатов. Проблема роста дорожно-транспортных происшествий наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире. Чаще в авариях виноваты водители, не соблюдающие установленные правила и подвергающие опасности как свою жизнь, так и другие. Учащиеся кумертауских школ подготовили для акции плакаты с обращениями к водителям, также напомнив поименно всех тех, кто погиб в нашем городе. Мы здесь стоим для того, чтобы пешеходы и водители помнили и не нарушали. Мы с классом стараемся проводить часто акции. В октябре мы проводили акцию «Осторожный пешеход». Всероссийский день памяти призван привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения безопасности на дорогах, снижению травматизма и смертности в ДТП. Кумертауские школьники стараются проводить профилактические акции не только в официальные дни. В школах на 10-минутках мы разговариваем, как надо переходить дорогу, что надо смотреть по разным сторонам. Для наглядности на площадь также был вызван эвакуатор с выставленным на нем разбитым в аварии автомобилем и баннером, обращением к водителям. Чтобы каждый задумался, стоит ли нарушать правила дорожного движения, превышать скорость и не пристегивать ремни безопасности. В городском музее состоялась встреча депутатов с представителями старшего поколения. Тема обсуждения – итоги реализации проекта «Социальный туризм». Дело в том, что программа в этом году заканчивается. Будет ли она продолжена, узнавали мои коллеги. Социальный туризм в городе Кумертау – это проект, рассчитанный для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно условиям, туристы оплачивают лишь 40% от стоимости тура. В этом году принятая на 4 года программа заканчивается. Будет ли она продолжена? Это зависит от многих составляющих, в том числе от мнения самих туристов. Чтобы узнать это, представители партии «Единая Россия» провели встречу с пенсионерами. 21 ноября по всей стране, по всей России стартовала декада общественных приемов. В связи с тем, что 1 декабря, 2 декабря партия наша «Единая Россия» празднует свое 15-летие. И в рамках празднования 15-летия мы разработали большой план мероприятий, в который запланировали и работу депутатов общественных приемной партии «Единая Россия», и встречи с юристами, адвокатами, оказание единого дня бесплатной юридической помощи, и круглые столы, дискуссионные игры. И вот сегодня мы решили нашу декаду начать именно со встречи с гражданами пожилого возраста, старшего поколения, и подвести итог муниципальной программе «Социальный туризм». Мы хотим подвести итог, рассказать, чем славится эта программа, чем прославилась она, чем была интересна она, эта программа, узнать мнение старшего поколения, нужна ли эта программа нам в будущем. Проект был разработан еще в 2012 году благодаря поддержке главы администрации Бориса Беляева, а также депутатов Совета городского округа. Работа была продолжена и составлена долгосрочная программа на 2013-2016 годы. С начала реализации этот проект имел большой успех, отметила директор историко-краеведческого музея Фарида Юсупова. Все эти годы Фарида Кабулджановна, учитывая пожелания пенсионеров, подбирала туры и сопровождала их в поездках. На встрече еще раз посмотрели слайды с фотографиями
фотографиями, вспомнили интересные моменты. За 5 лет пенсионеры посетили ряд культурных и исторических объектов нашей республики, России, а также ближнего зарубежья. Если суммировать сейчас за 5 лет, то более 560 человек участвовали в этой программе. 14 поездок было. И из года в год все больше и больше желающих. Просто где-то, может быть, страх сидит в далекое путешествие отправляться. Но как только один раз себя переборет и съесть, становится уже 100% туристами с большой буквы. Несколько раз вместе с туристами в экскурсионных турах побывала Дилара Есенчурина. Как медицинский работник, она отмечает, что позитивное настроение положительно отражается на здоровье старшего поколения. Пенсионеры действительно полны сил и энергии, и они считают, что программу необходимо продолжить. Были совершены мною 3 поездки. Одна была в Уфу, вторая была в дальнее зарубежье Казахстан, Астана. И вот совсем недавно мы вернулись из еще одной поездки уже по России. То есть мы побывали в Приволжском федеральном округе, в столицах республик наших. Вот. Очень интересная поездка, очень все запомнилось надолго. Я бы ни в жизни никогда не поехала, если бы я не была на пенсии, если бы я не была участником вот этой программы. Поэтому программу надо обязательно продолжить. По этой программе была в Павловском водохранилище, была в Самаре, в Тольятти. И вот последний раз ездила по Среднему Поволжью. Мне эта программа очень нравится. Почему? Потому что я до этого нигде не была. Потому что, я как многодетная мама, мне не удавалось. У меня ребенок инвалид был. А сейчас дети выросли, и я могу себе вот такую роскошь позволить благодаря этой программе. Нравится. Обязательно эту программу считаю, что нужно продолжить. Наверное, даже необходимо, и потому что люди в этой программе нуждаются. Активные представители старшего поколения решили написать обращение главе города Борису Беляеву и депутатам Совета городского округа поддержать проект. В завершении встречи пенсионеры обратились к депутатам с интересующими вопросами. 20 ноября во всех субъектах страны провели второй всероссийский географический диктант. В нашей республике действовали 103 площадки для проведения акции. Город Кумертау не стал исключением. В гимназии номер 1 любой желающий мог проверить свои знания по географии. Это второй всероссийский географический диктант. Для приема участников акции по всей стране были открыты около 1700 площадок. В Кумертауской первой гимназии несколько аудиторий были подготовлены для прохождения онлайн-тестирования. Географический диктант, вообще это масштабное мероприятие. Оно организовано Русским географическим обществом. Председателем попечительского совета Русского географического общества является президент Российской Федерации. И именно по инициативе Путина Владимира Владимировича проводится уже второй раз в России географический диктант. В первую очередь географический диктант является общеобразовательной миссией. Основная масса вопросов, соответственно, о географии России. Сам блок заданий был сформирован в 3 вариантах в зависимости от часовых поясов – Сибири, Дальнего Востока и Центральной России. В нашем регионе акция стартовала в 16 часов дня, и в течение часа все желающие могли отвечать на вопросы. Учитель географии школы номер 6 Марина Дерягина впервые стала участником диктанта в этом году. Большую сложность, по ее мнению, вызвали вопросы, связанные с историей, и таких было около 5. Вообще все вопросы, они были по школьной программе, и поэтому те, кто хорошо учится по географии, могли бы набрать хорошие результаты. Но вот мой результат был 93 балла. Я считаю, что это хороший результат. Наверное, где-то что-то неправильно ответила, но плохо, что нет ответов по вопросам, по каждому вопросу. Тогда бы можно было сказать, над чем еще нужно поработать. Географический диктант вызвал интерес и у молодежи. Учащиеся гимназии, несмотря на выходной день, пришли поучаствовать в акции, чтобы оценить свою грамотность по предмету. Их преподаватель по географии, разумеется, поддержала своих учеников. Я второй год участвую в этом географическом диктанте. В прошлом году у меня было 96 баллов, в этом году 90. Вопросы, связанные с историей, то есть, может быть, старые названия и освоение территории России у меня вызвали вопросы. Очень понравилось. Интересные вопросы. И фотографии есть, и космические снимки. То есть разносторонние. Напомним, что в онлайн-варианте географический диктант можно будет пройти до 23 ноября 2 часов дня по московскому времени. Любой желающий, войдя в интернет и набрав в поиске «РГО диктант», получит возможность пройти это тестирование для себя.
В селе Ямансарово в рамках проекта «Реальные дела» совместными усилиями построен новый водопровод. Этому знаменательному событию вместе с жителями села радовались глава района, местное отделение партии «Единая Россия» и главы сельских поселений. На прошедшей неделе был запущен в работу новый водопровод в селе Ямансарово. Воплощение этой идеи в жизнь стало бы невозможным без помощи районного муниципалитета, проекта «Реальные дела» и самих ямансаровцев. Искренне поблагодарила всех за поддержку глава сельского поселения Нурия Шарипова. Хорошо, что мы собрание уже начали рано с весны. Нас в ходе граждан население поддержали. Я, конечно, очень боялась, когда я говорила, что не знаю, получится, нет, сможем ли мы. Вот бабушки, которые сидят, которые получают 7 тысяч пенсии, это для них очень большие деньги. Они сказали, руки боятся, глаза делают, давайте возьмемся, все поможем. Но и не было человека в деревне, чтобы кто-нибудь не помогал. Не верится, что мы дошли до этого дня, что мы это сделали с вами. В селе Ямансарово давно существует организация самоуправления «Мирас» для решения местных насущных вопросов. 3 года назад под ее руководством была возведена мечеть. Сейчас построен водопровод. И в реализации каждого проекта всегда активно участвуют жители села. Это непростой вопрос построить за 1 год 4190 метров, сами понимаете, и за 1 204 000 рублей. Из этой суммы было выделено 780 собрано, как Нурия Нурлан сказала, 150 из бюджета республики, 150 из бюджета районного совета. Остальное сейчас за счет сельского поселения. За успешную организацию работы и помощь в строительстве водопровода грамотами и подарками были награждены жители села, руководители и сотрудники учреждений. И для всех приглашенных в завершении мероприятия выступили сельские творческие коллективы и сольные исполнители. Республиканский проект «Здоровое поколение. Здоровый регион» появился в 2015 году. Учащиеся кадетского 1 класса 6 школы стали участниками программы. В рамках проекта на днях школу посетил двукратный паралимпийский чемпион Ильдар Помыкалов. Он провел классный час для ребят, поведал им о фактах из своей биографии, а также поделился секретом успеха. Республиканский проект «Здоровое поколение. Здоровый регион» действует с 2015 года и продолжит свое существование до 2027. То есть учащиеся 1 А-класса будут в нем задействованы до 11. В программе проекта множество мероприятий республиканского масштаба и спортивные акции. Также ребят ждут встречи с российскими спортсменами. Один из них, знаменитый паралимпийский чемпион Ильдар Помыкалов, накануне стал гостем школы. Мы привезли вам в гости очень-очень большого, знаменитого, очень известного спортсмена Ильдара Валерьевича Помыкалова, двукратного паралимпийского чемпиона. Он занимается спортом легкая атлетика. Спортсмен рассказал о себе, о том, что побудило его заниматься легкой атлетикой и каким образом ему удалось достичь таких высоких результатов в мировом спорте. Ильдар Помыкалов участвовал в 5 паралимпийских играх. Первые были мои в 1996 году, где была первая бронзовая медаль. Потом в 2000 году, потом в 2004, это, как я говорил, в Китае, в Греции, в 2008 в Китае. И вот заключительные мои паралимпийские игры были в Лондоне в 2012 году. На нынешние паралимпийские игры в Бразилии я уже не готовился. То есть после Лондона я уже сказал, что все, я не способен просто ни физически, ни морально заставить себя бороться за медаль. Каждые крупные соревнования учили спортсмена быть сильнее и целеустремленнее. Кроме того, положительные эмоции после побед, по словам чемпиона, несравнимы ни с чем. Когда он завоевывал свою первую золотую медаль, тренеры, конечно же, хотели поздравить воспитанника первыми, но их не пускали на беговую дорожку. Я не мог подойти к ним минут 5, потому что мне вот дали полотенце после финиша, и у меня были слезы счастья. Я просто не мог успокоиться, я вот полотенцем закрылся и ходил, как будто я должен отдышаться. На самом деле я практически плакал. Вот. Когда я уже немножко успокоились эмоции, только тогда я смог к ним подойти и уже
там, по-мужски, там, побрататься, принять поздравления. В завершении классного часа ребята смогли задать спортсмену свои вопросы. Интереснее всего им было узнать о том, в каких странах ему удалось побывать, участвуя в соревнованиях. Гость привез учащимся показать свои награды. Первоклассники увидели настоящие золотые медали с Паралимпийских игр, почувствовав и себя на мгновение чемпионами. На память о себе спортсмен оставил в школе именной элитный номер со своим автографом. А учащиеся подарили ему футболку для тренировок с брендом нашего города. Мы вам дали футболку с брендом нашего города, БУК, Кумертау. Здорово. Вам на тренировке, чтобы вам сопутствовала удача, чтобы вы в нашей футболке обучали детей спорту. Ну и огромное вам спасибо. Да, спасибо вам большое. Вот могу сказать по поводу того, что когда я ездил на разные соревнования, я привозил оттуда, ну не специально, а так получалось, привозил оттуда кружки. То есть с каждой страны я привозил по кружке, а потом постепенно мне домашние уже сказали, говорят, давай, теперь ты уже специально там кружки покупай и привози, чтобы было видно, в каких странах был. Вот к той коллекции я присоединил как раз эту футболку, и это будет она практически равно, что я побывал еще в какой-то стране. Кроме урока с чемпионом, коллеги Ильдара Помыкалова, приехавшие вместе с ним, приготовили для ребят интересную спортивную программу. Школьники прошли медицинскую диагностику. Специалисты измерили рост и вес учащихся, оценили уровень здоровья с помощью компьютерной программы. Дети с удовольствием прошли необычные и интересные тесты на проверку зрительно-моторной реакции. А в спортивном зале ребята показали гостям, насколько они развиты физически. Будущим чемпионам предстояло выполнить несколько упражнений. Прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и так далее. Напомним, все прошедшие в этот день мероприятия были в рамках проекта «Здоровое поколение. Здоровый регион». Программа направлена прежде всего на оздоровление молодого поколения как будущего страны. Все посвящено, вся цель – это здоровый образ жизни, развитие спорта. Сейчас у нас в школе идет 6 дополнительных часов физической культуры. Туда входит спортивная аэробика, плавание, шашки, армрестлинг, строевая подготовка. А потом уже идут виды спорта. Мы будем взаимодействовать с 5 класса, начиная со спортивными школами. С 10 планируется уже с высшими школами Олимпийского резерва. Школьникам очень понравился урок с чемпионом. Особенно интересными им показались истории из его детства. Еще мне запомнился, он рассказывал, что он, когда был маленьким, был на соревнованиях, и получилось так, что его потеряли. А когда он шел по снегу, он был маленьким, его не было заметно. Все испугались, что его потеряли. Все были вроде у финиша, и он прибежал. Ильдар Помыкалов остался очень доволен тем, как в нашем городе активно развиваются многие виды спорта, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Последние годы обращают внимание на спорт, на физкультуру, на здоровый образ жизни. Это очень важно, потому что это не только в масштабах страны, это для каждого человека важно. Это значит, он сам будет здоров, это значит, его семья будет здорова, так сказать, его дети будут здоровы, и в жизни будет все более-менее хорошо. Гульназ Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.